Программа «От слов к делу». В студии работает Бигаим Бигалиева. Вопрос страхования имущества имеет особую актуальность. В условиях природных катаклизмов или других непредвиденных обстоятельств защита собственности становится приоритетом для многих граждан. И поэтому мы решили сегодняшний выпуск посвятить теме страхования. В гостях у нас заместитель председателя Государственной страховой организации Бактыгул Абдыджалиев. Бактыгул Рызбекович, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. И в начале выпуска позвольте поздравить вас с Новым годом и пожелать вам успехов в дальнейшей вашей деятельности. Спасибо большое. Взаимно от нашей компании тоже примите наши поздравления. Спасибо большое. Ну и непосредственно перейдем тогда к теме нашей беседы. Страхование. Как мы уже отмечаем давно, это такой актуальный вопрос, особенно в последние годы. Как я уже отметила, в свете и природных катаклизмов, и других непредвиденных ситуаций. И если подвести итоги 2024 года, Государственная страховая организация какую работу проделала и вот именно в сфере страхования каких успехов достигла? Спасибо большое, Бегем. Но я бы хотел вас исправить. Все мы вместе сделали большую работу. Прошлый год был для рынка страхования переломным. И, честно говоря, сравнивать его с 2023 годом практически не имеет смысла, потому что показатели мы по всем позициям увеличили в разы. На сегодняшний день, понимая, что рынок страхования был относительно не развит до прошлого года, в прошлом году в марте было принято политическое решение нашим президентом, который издал указ о мерах по развитию страхового рынка Кыргызской Республики. И с этим указом пошла работа по всем направлениям. Не только наша компания, но и государственные органы, Кабинет министров. Вы в том числе постоянно разъясняли гражданам, потому что повышать культуру страхования непростое дело, как оказалось на практике. Это нужно объяснить, нужно довести до каждого гражданина о преимуществах данного инструмента. Он относительно новый для нашей обычной жизни. Конечно, в каких-то странах развитых это обычные вещи, но для нас, конечно, это оказалось новым. Много было недопониманий, приходилось много объяснять. И большое вам спасибо от лица нашей компании за то, что вы всегда к нам так тепло относитесь, приглашаете, что даете нам еще одну возможность рассказать, что было. Тот год, конечно, был переломный во всех отношениях, но я думаю, мы успели, в том числе и за Кабинетом министров. Как вы знаете, и экономика государства развивается семимильными шагами. Да. На сегодняшний день это признают даже международные организации, Евразийский союз. Также отметил, что по темпам прироста ВВП мы на первом месте среди других стран, 8,4%. И хотелось бы сказать, что в доле ВВП объем страхового рынка тоже увеличился на 60%. Представляете, больше, чем в 2 раза. Это о чем говорит? О том, что потихонечку данный инструмент входит в нашу жизнь. И на сегодняшний день мы можем и похвастаться, в то же время порадоваться определенным результатом. Да? Я в цифрах назову это. Мы в 2 раза увеличили, на 100% увеличили охват обязательного страхования жилья по республике. То есть мы достигли сегодня показателя 250 тысяч жилых помещений по республике. Как вы помните, я говорил, что жилой фонд составляет 1 212 000 жилых помещений. На сегодняшний день мы достигли более 20% охвата. А было 10. И на протяжении 8 лет, сколько действует данный закон об обязательном страховании жилых помещений, показатель не поднимался выше 10%. В этом году мы перешли планку 20%. В принципе, Кабинет министров нам такую задачу и ставил, чтобы мы увеличили кратно. По некоторым областям мы достигли показателя 30% охвата. Это Орская, Джалабадская область, Таласская область, Баткенская. То есть они уже приблизились к отметке 30%. В целом, если по республике говорить, то 20%. По обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, то здесь мы в 10 раз увеличили показатели. То есть благодаря тем механизмам, мерам, предпринимаемым Кабинетом министров и разъяснительной работе среди граждан,
потихонечку с места мы сдвигаем и этот процесс тоже, ОСАГО. Это два закона спутника, которые были приняты в 2015 году. И они обязательны для всех граждан, но Кабинет министров и политическое руководство страны, оно всегда шло по пути разъяснительной работы, да, как бы не принуждая потихонечку. Но, как выяснилось, годы идут, права многих граждан остались незащищенными. Это как касается страхования жилых помещений, так и ОСАГО. Многие пострадавшие в результате дорожно-транспортных происшествий оказались в трудной жизненной ситуации в связи с тем, что виновная сторона оказалась неплатежеспособной. В принципе, эти два закона, они социальные, направлены на защиту интересов граждан. И наша задача вот с вами в том числе объяснить это гражданам, что это не какой-то такой коммерческий проект государства, это не лишние поборы дополнительные, это такие виды страхования, которые регулируются правительством, государством. Они, как правило, не приносят какой-то прибыли страховым компаниям. Но это хороший инструмент и мотор для страхового рынка. То есть через эти виды страхования граждане начинают понимать вообще суть страховки. Что это такое? Как ее можно использовать, где ее можно применять. И сегодня все чаще и чаще граждане к нам обращаются, уже осознанно обращаясь за консультацией, какую еще страховку я могу получить. То есть они уже и в страховые случаи происходили с ними, они получали страховые выплаты, они поняли, насколько это эффективно, насколько это защищает их имущественные интересы. И поэтому на сегодняшний день мы видим хорошую динамику. Мы также в этом году расширили спектр своих услуг до 31 вида страхования. 6 обязательных и 25 видов добровольного страхования. По всем этим видам мы тоже развиваем свою работу. Мы стали национальным оператором по перестрахованию в этом году. Это говорит о том, что мы даем дополнительные возможности нашим частным страховым компаниям, чтобы с наименьшими рисками, то есть расширяем их возможности по размещению своих рисков, да, то есть по перестрахованию. Это тоже целая отдельная большая сфера. Я думаю, и это направление начали. Более того, мы начали страхование экспортных рисков. То есть мы переходим уже, создаем инструменты финансовой защиты для бизнеса. У нас, вы знаете, есть легкая промышленность, хорошо развивается в последние годы. И мы сейчас фокусным берем на своих экспортеров, ставим ставку, помогаем им, взаимодействуем с финансовыми организациями, в основном это государственные банки, вот, и создаем совместные продукты для наших бизнесменов, экспортеров, чтобы они могли тоже, чтобы их бизнес, их коммерческая деятельность, она развивалась стабильно, без банкротств, без падений, убытков чтобы она различных, поступательно развивалась. Ну, в принципе, мы не придумываем, не выдумываем новый велосипед, это путь развитых стран, они к этому пришли, и на сегодняшний день поэтому там страхование, оно очень развито. Там, как бы правительство не объясняет гражданам, что оно нужно. Граждане сами ищут страховые компании, получают страховки и как бы обеспечивают свою защиту. Мы расширили в этом году, тоже большой рывок сделали на международной арене. Мы расширили свои партнерские связи. Мы начали работать с крупнейшими мировыми лидерами перестраховочного рынка. Мы побывали в Ллойдсе Лондона. Мы заключили меморандум с №1 компанией по перестрахованию облигаторных рисков. Мы работаем с крупнейшими мировыми перестраховочными компаниями, обсуждаем вопросы перестрахования катастрофических рисков. То есть, раз уж нам правительство дает задачу по обязательному страхованию жилых помещений от огня и стихийных бедствий, соответственно, мы должны понимать, что, находясь в регионе Центральной Азии с повышенной сейсмической активностью, мы должны думать наперед. Поэтому мы уже проводим переговоры, есть определенные результаты, продвижения, и также хотим для себя создать определенную финансовую подушку, что также даст возможность быть более уверенными нашим гражданам. Да?
потому что от землетрясений также никто не застрахован. Мы укрепили свою филиальную сеть в том году. Мы добавили еще один филиал по Чуйской области, открыли. Раньше Бишкек и Чуй один филиал занимался. Это были малочисленные филиалы, по 3-4 человека. На сегодняшний день это полноценные подразделения, которые могут выполнять стоящие перед нами задачи, как по жилью, так и по ОСАГО. То есть мы сейчас представлены во всех регионах. Ни одна компания, наверное, таким прогрессом похвастаться на сегодняшний день не может. Но это вынужденная мера, потому что мы работаем с массами, с гражданами, мы работаем с отдаленными селами, Да. с гражданами, с разными категориями лиц, для которых, может быть, неудобно работать в цифровом, да, формате. Да. Им нужно Им на нужно бумаге выписывать, на поэтому место там ездить, нужны да. люди. Мы развили сильно свою коллаборацию с другими компаниями, допустим, Кыргызпочтасы. На сегодняшний день Кыргызпочтасы может сами оформлять полисы страхования прямо на местах в своих филиалах. У них тоже очень широкая сеть филиалов по республике. Крупные банки, Эльдик банк, Аилбанк, с ними у нас есть договора с другими компаниями, организациями. Мы запустили онлайн-сервисы популярные, которые используются нашими гражданами. Это вот Эльдик банк, Мегапэй, М-банк. Вот эти компании, они уже дают возможность оформить онлайн полисы через приложение, через мобильный банкинг, через свои приложения. Буквально в считанные секунды, за 1 минуту можно оформить полис ОСАГО. Но мы на этом также не останавливаемся, мы создаем параллельно свою платформу, чтобы независимо от наших партнеров мы тоже могли обслуживать все население путем онлайн-сервисов, цифровых решений. Но это тоже как бы коррелируется с политикой главы государства по цифровизации. Вот, в целом такие вот у нас вкратце, если рассказать, успехи. Ну и, конечно, в СМИ вот мы посчитали, что порядка 1500 информации нами было дано в том году. Мы очень активно, вы помните, наверное, буквально в день по несколько раз, с утра до вечера мы радио, телевидение. Практически каждую неделю соцсети, да, мы у нас обязательно в студии вы были гостями, и мы выходим. То обязательно страхование жилья у нас тема была, либо ОСАГО, либо вообще в общем тема страхования. Активно проводили беседы, да. Нам даже коллеги из СМИ сказали, что, наверное, мы на сегодняшний день №1, кто как бы сам больше всех выступаем, рассказываем. Но это требование времени, это требование Кабинета министров, главы государства. Это все делается для того, чтобы опять-таки повысить культуру страхования среди нашего населения. Все верно. И вот вы говорите то, что за прошлый год на 100% увеличилось страхование жилья, да, это получается 20% сейчас, более 20% охвачено именно страхованием именно жилья. И вот кроме этого, вот на сегодняшний день какие еще механизмы вами и будут использоваться или в планах есть для того, чтобы опять-таки расширить вот это вот страхование? Потому что я понимаю прекрасно то, что вы не стоите на месте, вы говорите то, что международные тоже у вас есть отношения с другими страховыми компаниями, перестраховочными компаниями, и вы делаете все для того, чтобы опять-таки вот это все расширить. Я вам даже, знаете, что скажу, вот касаясь наших международных партнеров, нам как бы, когда мы делились опытом, мы тоже участвуем в различного рода международных мероприятиях и поделились опытом обязательного страхования жилья в Кыргызской республике. И тогда наши коллеги по СНГ, они заинтересовались, и как бы это их слова, не мои, они сказали, что мы далеко ушли вперед в этом плане. То есть у наших соседей как бы обязательно страхование жилья, оно так не сдвинулось, как у нас. Я не знаю, с чем это связано, я думаю, это политическая воля, наверное, главы государства, Кабинета министров, которые предприняли все необходимые меры поддержки, вот, поддержали и нашу компанию, государственную страховую организацию, вот, с вашей помощью, разъяснительная работа, все это дало такой результат, и даже на сегодняшний день мы
делимся положительным опытом. Допустим, наши коллеги из Монголии, мы несколько раз уже проводили встречи, они приглашают нас туда, чтобы мы им рассказали, как это все можно сделать. То есть им интересен наш опыт, поэтому в части обязательного страхования жилья мы можем похвастаться, но в то же время для себя, давая себе оценку, все-таки считаем, что пока этого мало. Мало, да. А вот у меня еще такой вопрос. Вот мы говорим, да, что касательно именно Кыргызстана, этого для нас мало. Вот буквально в нескольких словах, какие еще есть у нас незавершенные работы именно по этой части, да, и какие изменения ожидаются вот в этом году, в 2025? Ну, в этом году мы будем концентрировать свои усилия на маркетинговой части. То есть все-таки, как бы не говорили, да, мы государственная страховая организация, но все равно путем через маркетинг, через разъяснение, через как бы до людей нужно доносить эту информацию, предлагать. Мы совершенствуем свои продукты, делаем их более привлекательными, делаем даже где-то подарочные сертификаты. То есть, современными методами маркетинга тоже мы их на сегодняшний день используем. Также мы большое внимание сейчас уделяем IT-инфраструктуре нашей, чтобы она была соответствующая, в соответствии с национальными регламентами, законодательством, чтобы она имела хорошую пропускную способность, чтобы она была отказоустойчива, чтобы она работала. Ну, вы понимаете же, 1 690 000 более даже машин, да, у нас в стране. И с 1 июля, вот сейчас на сегодняшний день, по последнему постановлению Кабинета министров, штрафы отодвинули до 1 июля. С 1 июля будут штрафовать. И, соответственно, учитывая наш менталитет, где-то в середине июня все пойдут страховать, получать ОСАГО. Если мы даже проведем калькуляцию чисто математическим путем, то нам необходимо 3 полиса в секунду выписывать. Если это делать все вручную, конечно, это невозможно. Поэтому мы сейчас делаем упор на IT, чтобы предложить нашим гражданам полностью автономную систему, наряду с нашими партнерами, чтобы мы тоже могли предоставить такие возможности. Также будем усиливать свою работу в международном плане, в международном аспекте, потому что много еще предстоит сделать. Как вы знаете, большие крупные компании мировые, они предлагают очень такие привлекательные цены, то есть низкие цены, высокое качество перестрахования, но убедить их в работе с нами тоже непростая работа. То есть там есть такие системы, как «Знай своего клиента», там есть комплайнс-службы, они проверяют нашу компанию, насколько мы благонадежны. То есть после этого там учитываются обязательно многие аспекты, там экология, санкции, там очень целый большой перечень. И в принципе мы пока успешно идем, успешно проходим. И в этом году мы также будем усиливать эту работу. Также будем повышать квалификационные знания наших сотрудников, которые будут работать на местах. Будем обучать наших партнеров, тех же самых Кыргызпочтас и работников банков, чтобы они более профессионально, быстрее и квалифицированно заполняли полисы. Вот. Будем работать над повышением квалификации наших сотрудников внутри. Будем стараться получать обучение за рубежом, обмениваться передовыми практиками, передовым опытом, вот, чтобы выходить уже в большой мировой рынок страхования, перестрахования. И сегодня мы уже представляем интерес, благодаря тому, что Кабинет министров по указу президента докапитализировал нашу компанию до уже сейчас свыше миллиарда сомов. Это самый большой уставный капитал на рынке. Вот, и это также представляет определенный интерес, как емкости для международных зарубежных компаний. Они уже предлагают сотрудничество, совместными усилиями работать. Ведь мир страхования, он так выстроен, сам принцип, что компании друг другу распределяют риски, то есть оставляя понемножку, много, но понемножку, чтобы в случае наступления страховых таких обстоятельств, чтобы не обанкротиться, да, это один из принципов устойчивости страховых компаний. Вот, и многое другое еще предстоит сделать в этом году.
Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Так можно было бы, конечно, еще поговорить на эту тему. А я напомню, что в гостях у нас был заместитель председателя Государственной страховой организации Бактугул Абдыджалиев, и побеседовали мы о страховании. Спасибо, что были с нами, и до встречи в эфире.